Уважаемый Егор Афанасьевич, на днях прошло сообщение, что в Якутии установили самые жесткие требования по привлечению иностранной рабочей силы. Поясните, пожалуйста, чем вызвана необходимость таких решений? И как, по-вашему, это отразится на экономике региона? Мы это решение приняли вынужденно, потому что мы начинаем чувствовать о том, что в республике идет наплыв мигрантов из-за пределов Российской Федерации, и это вызывает определенное недовольство населения республики. Они связаны несколькими факторами. Первое, это речь идет о том, что на фоне стабильности в республике появляются определенные проблемы нарушения законодательства со стороны мигрантов. Прежде всего, речь идет о том, что они приезжают, люди, которые не знают языка, не знают культуры и традиций. Определенные вопросы возникают и по квалификации этих кадров. В связи с этим и возникли эти вопросы, которые задает коренное наше население. Во-вторых, сегодня у нас есть определенный объем безработицы, в частности, в сельской местности это очень сегодня ярко выражается. И тогда, когда наши люди могли бы работать в сельском хозяйстве, в строительстве, в транспорте, где можно было трудоустраиваться именно людям, которые хотят работать по этим направлениям, то они видят, что их места заняты мигрантами. А причина заключается в том, что все-таки уровень заработной платы, социальный пакет в условиях Якутии он высокий, и работодатели ищут определенную выгоду, когда привлекают мигрантов, то у них уровень по всем этим направлениям намного ниже и как бы считается выгодным для них. Поэтому мы сегодня будем проводить определенную работу и с нашими руководителями предприятий. Ну и в-третьих, речь идет о том, что сегодня мы чувствуем еще проблемы с учетом того, что много мигрантов приехали из Средней Азии, те или иные спорные моменты, которые существуют между отношениями народов Средней Азии, они определенным образом проявляются у нас в Якутии. Речь идет о том, что, например, приезжают с Узбекистана узбеки и Киргизии, или с Кыргызстана узбеки или Киргизии, они приезжают и здесь начинают свои разборки, то, что было противоречие, например, в их странах. Все это в совокупности создают, конечно, проблемы. Поэтому мы приняли решение о том, что все-таки есть определенная необходимость регулировать движение мигрантов совместно и со специальными службами, которые отвечают за это дело, с местным органом власти и региональными органами власти. Мы приняли решение регулировать с точки зрения по тем полномочиям, которые владеет республика. Во-первых, это речь идет там, где нет двухсторонних договоров между странами, там мы определенно имеем преимущество по регулированию через квотирование. А вот то, что касается, где есть двухсторонние договора между Российской Федерацией и той или иной другой страной, там сложнее, поэтому мы установили так называемые патентные платежи максимальные. Сегодня в республике это составляет примерно около 9 тысяч рублей. Это самый большой показатель в Российской Федерации среди субъектов. Я думаю, это немножко тоже угомонило, немножко дало задуматься иностранным нашим партнерам, которые приезжают работать. Ну и в-третьих, мы усилили работу с так называемыми общественными организациями, землячествами, которые пытаются регулировать взаимоотношения между своими земляками, и здесь определенное влияние мы через общественные организации тоже стараемся делать. То есть в совокупности все это мы рассчитываем, должны дать определенное регулирование движения мигрантов в Республике Саха-Якутия.